зовут Юлия Кремнева, я исполнительный директор межрегиональной благотворительной общественной организации «Сообщество семей слепоглухих», и я мама слепоглухого ребенка. Сообществу нашему 6 лет. Оно было создано при поддержке Фонда соединения. И это организация, которая объединяет родителей, в основном семьи, в которых есть дети со множественными нарушениями развития. В первую очередь, конечно, это слепоглухие дети и дети, имеющие одновременное нарушение слуха и зрения, ну и прочие сопутствующие. Сейчас, конечно, у нас пошире категория. Это дети, имеющие сенсорное нарушение и множественное нарушение развития. И это все-таки фонд соединения, который был создан для того, чтобы помогать слепоглухим людям. И одно из направлений деятельности как раз работа с детьми и работа с родителями. Мы в Республике Саха-Якутия в рамках проекта «Новая реальность, новые возможности». У нас есть такая программа в нашей организации, которая называется «Мамина школа». Несколько лет мы уже в рамках этой программы работаем. Это работа с семьями в режиме таких интенсивов и поддержки специалистами родителей по вопросам образования и развития детей. В этом году, благодаря фонду президентских грантов, у нас есть поддержка и возможность, и мы в 5 регионах организуем следующую работу. Собираются семьи, онлайн мы с ними знакомимся по возможности предварительно, проводим какие-то предварительные диагностики и встречи с нашими специалистами, а потом выезжаем в регион и проводим здесь такую интенсивную работу в течение недели. В разных регионах у нас разные партнеры. В Республике Саха-Якутия это Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. И мы приезжаем командой специалистов, имеющих большой опыт работы с такими вот детьми непростыми, скажем так, и с родителями, естественно. И наша задача, так знаете, дать некий импульс, новые знания, поддержку и надежду родителям и специалистам. И, с одной стороны, помочь сделать какую-то диагностику, да, и определить дальнейшее направление развития. С другой стороны, новые знания специалистам и родителям. И с третьей стороны, дать импульс для дальнейшей самостоятельной работы. То есть мы понимаем, что в регионах должна эта тема развиваться, и не мы должны ее как-то, да, вот и от приезда до приезда все нас ждут. Нам все-таки очень хочется, чтобы заинтересованные люди имели возможность продолжать развитие здесь. Ну а мы будем готовы дистанционно в дальнейшем это поддержать. В составе нашей команды 6 специалистов, которые приехали в республику. Это тифлопедагог, сурдопедагог, специалист по сенсорной интеграции, физический терапевт, специалист по адаптивной физкультуре и тифло-сурдопедагог. Работа у нас выстроена следующим образом. 8 семей получают такую комплексную диагностику. Мы проводим с ними комплексную диагностику командой наших специалистов при участии специалистов фонда Хоресхал и реабилитационного центра. Они присутствуют на этих диагностиках и подробно смотрят, задают вопросы, что происходит. То есть там работа с семьей тоже выстроена, полчаса занятий с ребенком, потому что обычно ребята больше сложно им заниматься, уже устают. Потом полчаса работа с мамой и обсуждение, объяснение, какие-то ответы на вопросы. И 20 минут мы специалистами, потом уже без семьи, обсуждаем то, что произошло, и для специалистов определяем дальнейшее направление развития. То есть здесь у нас, с одной стороны, информацию мы получаем, но у нас по многим семьям уже предварительная информация есть, и мы к этому готовимся. Мы получаем информацию, потом мы наблюдаем за ребенком, беседуем с мамой, и потом уже составляем общий план действий и для мамы дома, и для специалистов в рамках учреждений. Мы надеемся, что да. Но здесь каждый для себя же, да, тоже свою траекторию развития определяет
Да, на самом деле специалисты, которые участвуют в обучении, они фактически уже работают с такими детьми, но так как эта история непростая, и сочетанные вот эти множественные нарушения, они не всегда понятны, как с ними поступать и какой определить приоритет для развития. Поэтому мы надеемся, что повысим квалификацию, поможем, да, повысить квалификацию, дать новый опыт, и в дальнейшем специалисты будут поувереннее себя чувствовать. Ну а если у них будут какие-то вопросы, так как мы уже познакомились и есть такая возможность, они смогут обращаться к нашим специалистам за ответами. В первую очередь, конечно, мы ищем наших подопечных среди слепоглухих, то есть тех, кто имеет одновременное нарушение слуха и зрения. И есть такая база переписи слепоглухих в России. Ее, опять же, ведет фонд соединения. И мы об этом рассказали уже здесь и специалистам фонда, и в ресурсном центре, и семьям, что если вдруг вы выявляете семьи, в которых есть слепоглухие дети или слепоглухие взрослые, они могут зарегистрироваться, и они получают, с одной стороны, возможность получения адресной помощи от фонда и участия в каких-то программах. И, естественно, у нас первоочередное право участия в наших программах сообщества. То, что касается подбора семей, да, это сложный всегда на самом деле вопрос. И у нас семьи набираются очень, так как мы немного берем семей, и здесь такой еще очень важный обучающий момент, чтобы специалисты смогли с другими семьями работать. Да, у нас много внимания направлено на работу со специалистами. Поэтому мы много семей не можем взять в регионе в проект. Это обычно 10-11 семей в общей сложности. И у нас как-то они набираются либо специалисты заинтересованные, которые, либо партнерская организация, с которой мы в регионе взаимодействуем, либо уже зарегистрированные семьи, которых мы уже знаем из региона. То есть у нас на самом деле набираются вот такие базовые семьи для работы, набираются очень быстро. Поэтому мы никаких объявлений не размещаем. Но еще раз хочу повторить, что нам все-таки очень хочется, чтобы специалисты обученные продолжали работать и с другими семьями тоже. Для меня, даже как для мамы, то есть когда я начинала со своим ребенком искать возможности и помощи ему, мы очень долго не могли найти людей, которые бы вообще согласились за это взяться, потому что все было очень непросто. И в какой-то момент я поняла для себя, что, может быть, даже квалификация имеет не такое значение, как желание увидеть ребенка, увидеть проблему, умение спросить, найти, где спросить, обучаться. И такую вот, знаете, регулярную поддержку обеспечить, это сильно важнее, чем вот лучшие дипломы иногда. Поэтому здесь такой вопрос. Вы знаете, мы увидели очень много людей, которым интересны дети, которым интересна их работа, и которые хотят развиваться, которые хотят обучаться, и которые хотят работать с такими детьми. И это очень вдохновляет, я хочу сказать.